хочу поблагодарить весь педагогический и управленческий состав системы образования за работу в прошедшем учебном году, за ваш бесценный труд и неравнодушное отношение к делу. Ежегодную августовскую конференцию открывают с приветственных слов министра просвещения страны к участникам совещания. В видеообращении Сергей Кравцов отмечает, поддержка педагогов и повышение престижа профессии учителя остается ключевой задачей предстоящего нового учебного года. Решением главы государства в марте этого года были удвоены надбавки классным руководителям и кураторам групп в колледжах, в населенных пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч человек. С 1 сентября ежемесячную надбавку в размере 5000 рублей станут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. Это дополнительные средства, которые предусмотрены в бюджете к зарплате советников директора по воспитанию. Учителя, социальные педагоги, руководство школ, более 300 участников и 6 дискуссионных площадок, тематические секции и самые важные темы. Сегодня педагогический состав намечает ориентиры в дальнейшей работе перед стартом учебного года. На повестке дня новые предметы. 2024 год объявлен годом семьи, и одним из пунктов федерального плана является внедрение курса семьеведения. Этот курс направлен на обеспечение всестороннего развития личности ученика, его поддержку в будущей семейной жизни и укрепление института семьи в обществе. Предмет будет безоценочным, а занятия будут проводиться раз в неделю в рамках формате внеклассной работы. Основу безопасности и защиты Родины, новый вектор в образовании, еще один внедренный предмет, который начнут преподавать в школах с 1 сентября. Учителя прошли всероссийские курсы повышения квалификации. На этой площадке обсуждают наболевший вопрос – оснащение кабинетов для этого курса. Для практики необходим макет автомата, например, это противогазы, это для оказания первой помощи должны быть тренажеры. Ну вот хотя бы вот это основное, что необходимо. Новые предметы во всех школах республики, включая центры образования для детей с ОВЗ, ведут уже с 1 сентября. В некоторых учебных заведениях их внедрение будет труднее, но все нюансы учтены. Мы начали сейчас прорабатывать вопрос вместе с нашими партнерами из города Москвы, Институтом коррекционной педагогики Российской академии образования, при их методической поддержке, при методической поддержке Института повышения квалификации и с консультационной и методической помощи нашего министерства мы решили практически все вопросы, и наши педагоги готовы уже к работе на новых предметах. Говорят на площадке о федеральной программе «Орлята России». Регион принимает в ней активное участие уже более года. За это время в республике провели множество мероприятий, привлекая учеников с 1 по 4 классы. Сейчас же, говоря о перспективах развития, этот курс в школах ведут в рамках внеклассного часа. Это, несомненно, это развитие патриотического мировосприятия, скажем так, чтобы ребят понимали, что мы являемся частью нашей большой родины России и малой родины Ингушетии. И вот наш региональный компонент тоже присутствует, члены начальных классов его внедряют, и достаточно интересная программа сама по себе. Августовская конференция – это особое событие, где педагогическое сообщество делится опытом, получает новые знания, рассматривает актуальные вопросы повышения качества, доступности и эффективности образования. Официальное открытие педагогического совещания запланировано на 15 августа, а пока на каждой площадке предлагают пути решения задач, стоящих перед системой образования. Амина Зязикова, Али Зязиков, Магаз 24.